Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. И новости из ППЖ таковы. Было завезено сено. Его немного, поэтому экономно разложили по вольерам. Думаю, хватит лишь до Нового года. И мы видим, как закидывают в вольеры по несколько лопат снега в уголок. Это вместо воды, пока не затопчут ногами. Хоть капля снега попадет им на язык. Вы знаете, якутские собаки терпеливые, не избалованы. Такие понятия, как будка, вода, сено – это роскошь там. А скоро минус 50. Или вот кадры. Какой-то заколоченный отсек, какая-то конструкция или вольер метровый. Собака не видит никого. Это норма? Эти кадры рвут душу, как она лапкой тянется за кусочком сена, чтобы хоть 3 соломинки себе загрести. Но разве возможно смотреть на это спокойно? И снова лапка, и снова тянется, протягивает. То к человеку тянут лапку, то к соломинке тянут лапку. Но согласитесь, это не для слабонервных. И снова повторяется ситуация с кормом. Мы недавно открыли сбор на корм уже спасенным нашим хвостиком. Но произошло событие и радостное, и одновременно печальное. Неожиданно появился пассажир и отапливаемый багажный отсек в самолете. И получилось отправить, о чудо, несколько хвостиков. Случайно, неожиданно, радость. Этот перелет обошелся в 44 тысячи. Пришлось взять эти деньги из кормовых денег, которые мы собирали. Друзья, даже не знаю, что сказать. Так стало трудно выживать, и остановить спасение мы не имеем права. И не накормить спасенных тоже не имеем права. По-хорошему, нам нужно иметь заначку, иметь копилку на вот такие ситуации, когда неожиданно появляется возможность вывоза, а денег может просто не быть. Тогда мы потеряем возможность вывести. Но ведь это так редко случается теперь уже, что нам нужно иметь деньги на прозапас. Давайте об этом подумаем. Нам обязательно надо восполнить деньги, которые мы потратили на перелет, и докупить корм, на который мы собираем. Все стало неопределенно, без конкретных сроков и дат. Редко летают самолеты с отоплением, а без него ни одна душа не перенесет несколько часов перелета. Друзья, я предлагаю собрать на следующий вылет, который должен состояться со дня на день. И надо успеть собрать, чтобы спасти еще несколько очередных душ. У нас мало времени. Там, в Якутске, уже сильные морозы. На передержке ждут вылет наши спасеныши. Среди них и гладкошерстные. Конечно же, их надо вывозить в первую очередь. Друзья, открываем сбор на самолет. 3 счастливчика сегодня у нас, друзья. 3. Вот так вот. Да. Да, покажи свою мордашеньку. Серенькую. Серенькую покажи. С фиолетовым животиком. Ты моя девочка. Ой, какая нежность. Если бы вы представляли, какая это нежность. Ой, вот эта девчонка. Вот это чудо. Ласточка ты моя. Ты моя ласточка. Вы не представляете, какая она бархатная. Бархатная девочка. Танцует, да? Горцует собачка. Танцует. Вот так вот переворачивается. Переворачивалась. Вот так, вот так. Вот. И так нежно они просятся. Выпустите, говорит наш, выпустите. Да, ну покажись, как ты можешь танцевать. Сейчас пойдем, Сейчас пойдем. она просто присела. Так она стояла и вот так переворачивалась. Да, да, так нежненько. Я на тебя очень смотрела. Мне очень хотелось тебя спасти. Очень. Чудо ты мое. Чудо небес. Ой, а ты-то какая миниатюрка, господи. Ты в сарафане у нас. Молодец. Сейчас. Молодец. Да, придержите я чуть-чуть. Я чуть-чуть покажу людям, какая красота неземная прилетела. Вон какой у нас сарафан. Молодец, ты такая ласточка. Дети вы мои, золотые, мои песики. Так, я тут не показала, вот тут кто прилетел.
Вот он. Слился. Слился с черным. А? Вот он. Вот он какой. Смоляной. Спасеныш. Тоже прилетел. Спасибо Алене. Также я благодарна Алене, которая взяла котика с улицы, лечила его уши, кастрировала, прививки поставила, полностью подготовила к отправке в Москву. Назвали Оскаром, очень ласковый, знает лоток, замечательный котик. Вдруг кому понравится жгучий, черный наш красавец. Так, вот мы в аэропорту. Вот прилетели наши маленькие зайчики. Ой, тихо, не выскакивай. Сейчас поедем. Вот зайчик номер 2. Все. А мы сейчас доедем до дома, я их покормлю. У меня уже кашка с курочки там сварена. А также прилетели 2 щенульки, девочки, видимо, рожденные от домашней собаки и выкинутые в мороз в коробке под лестницей, которых я и попросила забрать и отвезти на передержку до самолета. Спасибо Лилии и ее сыну, что передержали. Спасибо. Посмотрите, дети очень голодные. Очень голодные дети. Посмотрите на них. Вот. Все? Все? Курицы нет? Сейчас, Маша вам еще положит. Вот как нежненько ты берешь. И нежный. Дайте пожрать, скажите. Дайте. Девочка хочет кушать. Иди ко мне. Иди ко мне. Ну, потому что много отвлекающих новых моментов. Так, стойте, я ее сейчас еще покормлю. Так эту собачку надо, Наташа. Она маленькая, да? Она очень хорошенькая. Ой, она килограмм 10, что ли, весит, да? Ой, какое чудо, ой, какое чудо. Ой, какое чудо, не могу насмотреться. Не знаю, какие-то сокровища просто. Вот, молодец, поцелуй, как цирковую. Дайте мне ее сделать цирковой. Вот, все. Животик, смотрите. Давайте посмотрю живот. Доктор пришел. Так. Ну-ка, стойте. Это ниточка, что... Да не надо дергать. Куда ты? Стой здесь. Ну тут будет свищ. Так, все понятно. Обработать надо будет. Ничего там не будет. Ну, левыми колей, да, будем обрабатывать. Только так не ходит. Она только так ходит, да? Боится. Низенькая, хорошенькая такая. Мой сладкий. Мой сладкий. Девочка и мальчики. Вы обе серенькие. Может быть, вы братик с сестренкой? Ты что так будешь слезать, что ли? А? Ты моя зайка. Да что ж такое-то? Господи, какое чудо нежное. Вот. Вот какое я чудо. Посмотрите на меня. Посмотрите. Так, не хулиганить Вот, там. вот оно чудо, небесное. Небесное. Это мордочка для поцелуев. Посмотрите, надо вот в этот пятачок поцеловать. Давайте поцелуем. Поцелуй надо отдельно для эту собачку. Это для поцелуев. Вот это. Поцелуй. Сейчас другие собачки Может- будут обижать. Может ее... Не будут. Может ее назовем поцелуйчик. Ой, усыньки надо. Ой. Ой. Тут кровь запекшаяся. Все же мерла. Вот лапочки фактурные мы показываем. Вот они. Все? Она вроде пописала, нет? Не знаете? Нет. Вот один ходит, а другая ползет. Ой, я не могу, посмотрите на это чудо. Посмотрите на это чудо. Я не могу ходить. Мне так страшно. Какая правда приятная, да? А бархатная, смотрите, какая. Катя. Чикаматику.
Щекотушки, щекотушки. Гладьте меня. Я для погладушек создана. Так, эй, Ой, моя девочка. Вот она какая. Вот такая прям фактурненькая. Бока немножко впалые, конечно. Че ж не быть впалым? он там такой мочел нашел. Да. И что, стал грызть? Схватил, я еле-еле отобрал. Ого, конечно, он кушать хочет. Сейчас дадим же морить червячка. Малыш, ну дай тебе пару кадров сделаю, а? А Ну вы каким же- образом? Ну вы же Если очень он на месте не красивые. стоит. Так, а ну-ка встань. Ой, Ай, вот ой, так. ой. Всё. Вот давайте Вот так. тогда на руках. Итак, друзья, прилетели наши долгожданные 3 кроткие девчушки. 2 серые из ППЖ и 1 с улицы. До чего же замечательные, кроткие, скромные, стеснительные, неозлобленные и благодарные. В очередной раз полный восторг от этих небольших с нелегкой судьбой собачуль. О них мы рассказывали вам в предыдущих роликах. Друзья, в Якутске ожидается аномальный, лютый мороз. Это скоро. Давайте спасем, кого успеем спасти. Прошу вашей помощи на вывоз тех, кто не переживет этот жуткий холод. Друзья, собираем на вылет, на самолет.